Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Продолжаются рейды полицейских по выявлению нарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. В баре «Беркут» по улице Жарницкого в Якутске выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции. 32-летний работник привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Аналогичное правонарушение совершила 24-летняя продавец пивной станции. Девушка также привлечена к административной ответственности. Инспектором ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в ГИК-кафе. 20-летний бармен привлечен к ответственности. С подростком и его родителями будет проведена профилактическая работа. Мегинские полицейские установили бутлегера. Мужчина незаконно реализовал крепкие спиртные напитки из салона своей автомашины. Проводится проверка. А в поселке Жатай участковый уполномоченный полиции выявил факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов. Начато административное расследование. В отдел полиции по Верхневилюйскому району поступило заявление от 81-летнего местного жителя, у которого из кладовки похитили 30 штук ряпушки. Ущерб составил 2500 рублей. Участковым уполномоченным полиции был установлен 35-летний житель района. Злоумышленник пришел в дом к заявителю для того, чтобы навестить его сына, но младшего хозяина не застал. В доме находился 81-летний дедушка, который сидел с внуками. Уходя из дома, мужчина из кладовки похитил рыбу. Часть рыбы он успел употребить в пищу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В 4-й отдел полиции Якутска с заявлением о хищении средств с банковского счета обратилась жительница города. К моменту обращения с ее карты успели потратить 5000 рублей. Женщина пояснила полицейским, что стала получать СМС-оповещения о списании с платежной карты денежных средств. Поверив в сумку, она не обнаружила банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и обратилась за помощью в полицию. Полицейскими был установлен подозреваемый в хищении денежных средств с банковской карты. Им оказался 35-летний житель Якутска. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Выяснилось, что банковскую карту он нашел на улице, после чего решил воспользоваться ей и оплатить все свои покупки на общую сумму 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». К российским новостям. Волна псевдоминирований в стране продолжается. В среду сообщения о бомбах пришли во все столичные вузы, в том числе и в МГУ имени Ломоносова. Также оказались якобы заминированы 6 вокзалов и 3 суда. Все угрозы оказались ложными. Недавно сотрудники ФСБ вычислили, откуда тысячами рассылаются сообщения о минировании. Сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, а затем другой в Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России. Однако остановить волну пока не удается. И к мировым новостям. Десятки людей погибли и пострадали в среду в результате схода 2 лавин в провинции Ван на востоке Турции. Поисково-спасательные работы продолжаются. Количество жертв может возрасти. Подробности рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 26 человек погибли в среду в результате схода 2 лавин за сутки в провинции Ван на востоке Турции. В больнице доставлены 56 пострадавших. Об этом сообщают местные издания. По информации журналистов, после схода первой лавины в районе Бахчисарай погибли 5 человек. Еще 2, находившиеся в микроавтобусе, считались пропавшими без вести. Когда на их поиски прибыла спасательная группа, на нее сошла вторая лавина. В результате погиб еще 21 человек, 12 сотрудников экстренных служб и 9 гражданских. По словам губернатора провинции Ван Мехмета Эмина Белмеза, поисково-спасательные работы продолжаются, и число погибших может значительно возрасти. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии чрезвычайных происшествий в стране, мире и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.